слушайте, получите на следующих номерах свой ответ. Поэтому настоятельно вас призываю, дорогие братья, считайте, что вот эти все люди, алимы, которые работают, это не один человек. Один человек, допустим, по ханафитскому мазхабу отвечает на вопросы фикха, другой по жизнеописанию пророка, саллаллаху алейхи вассалям, третий по ихсану, четвертый по другим направлениям, по другим наукам. Поэтому считайте, что каждый месяц вам домой по несколько алимов домой приходят и вам делают дават. Эти газеты, то есть, могут прочитать ваши дети, ваши жены. Это очень важно. Это настолько важно, что наши жены, находясь, скажем так, с нашими детьми, они практически из дома не выходят. Из дома они практически не выходят. Но если эта газета приходит домой, и они прочтут эту газету, они получат религиозные знания. Пока мы зарабатываем 24 часа дома не бывает, мы даже не знаем, чем занимаются наши дети. Порой мы не знаем, чем занимаются наши дети. Рано утром выходим, вечером приходим, мы их даже не видим. Они в школе, где-то там тренируются и так далее. Но это газета. То есть все время на столе под руку нашим детям, нашим женам. Вот поэтому будут те, кто сегодня подпишутся. Вот сегодня мы несколько подарков привезли небольших. Для чего это делается? Тахабу. Есть хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, вы дарите друг другу подарки, вы полюбите друг друга. Поэтому как, скажем так, небольшой такой подарок на первый день, те, кто сегодня подпишутся, среди них мы разыграем, скажем так, именно кому выйдет жеребьевка, тот получит небольшой приз, несколько призов, иншаллаху рахман. Поэтому мы для выступления снова предоставим Рамазану Хаджи Асаеву. Рамазан Хаджи, пожалуйста. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه واهتدى بهديه وسلك سبيله الى يوم الدين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Аллах Всевышнему Аллаху, как уже упомянул Шамиль Хазрат, то, что Аллах дал нам с вами возможность присутствовать на маджлисе, в котором мы получаем знания. Ибн Кайс, рахматуллахи алейхи, рассказывает, что он находился вместе с Абу Дарда в мечети Дамаска, это получается Сирия. И в это время, говорит, один человек зашел и обратился Абу Дарде, это сподвижнику пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, со словами: «Инни джиттука мин мадинати Расули, саллаллаху алейхи вассалям». Я, говорит, прибыл из города посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, обращаясь к Абу Дарда, говорит этот человек. И вопрос же возникает, для чего он прибыл? Это же не маленькое расстояние. 1000 с лишним километров проделал этот человек, придя из Медины, города посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, куда? Дамаск, где находился Абу Дарда. Даже если он верхом шел, это минимум 2 недели пути. 1000 с лишним километров. Тогда ни машин не было, самолетов не было, поезда не ходили и так далее. Далее он говорит: я пришел из-за чего? Из-за одного хадиса. Этот человек, обращаясь к Абу Дарда, говорит: до меня дошло, что ты рассказываешь этот хадис
от имени пророка, саллиллаху алейхи вассалям, от его уст. И из-за этого я пришел, далее еще он подтверждает и говорит, у меня нет больше никакой нужды. Теперь представьте себе, мы сегодня, кто-то с Москвы приехал, кто-то, может быть, с Дагестана прилетел, кто-то с Таджикистана и так далее. Разными путями как-то здесь собрались. Ну, представьте себе тот путь, который он хотел, чтобы один хадис получить, и те пути, которые мы проделываем для того, чтобы в целом маджлисе посидеть вместе, покушать, получить знания, трудность и разница между нами и между ними, уважаемые братья. За это все нужно благодарить Всевышнего Аллаха, Субхану ва Тааля. Вот посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, мы знаем его приход в эту жизнь, его прибытие. Оно оживило сердца тех людей, в чьих сердцах уже было невежество. Очень страшное невежество. И Аллах Та'аля в Коране говорит, бисмиллах, «Я айюха алладина аману стаджибу лиллах, ва лир-расуль, иза да'акум лима юхйикум». То есть, смысл этого аята, вот те, которые уверовали, ответьте Аллаху, это Аллах Та'аля говорит, обращается. Ответьте Аллаху, его посланнику, когда он вас призывает, к чему? Лима юхйикум, то, что вас оживляет, это ислам. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, пришел к нам с исламом и из тьмы на свет вытащил. И всю работу, которую он проделывал, он передал это своим сахабам, радийаллаху анхум. То есть, то, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, до нас с вами доводил, последующим уже кто доводили? Сахабы, табиины, муджаддиды. Как сам пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в достоверном хадисе говорит, что Всевышний Аллах не спосылает каждое столетие, в начале каждого столетия, кого? Для общения, муджаддида, обновителя религии, который будет ее обновлять для общины. Каким образом? Не что-то новое приносить, а будет проделывать такую работу, которая будет возвращать их в то состояние, в котором умма была при посланнике Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, оживлять сунну и полностью посвящать себя давату и распространению ислама. И в первом столетии это был Умар ибн Абдул-Азиз, во втором столетии там был и имам Абу Ханифа, имам Шафи, рахматуллах алейхи, и другие большие ученые. В третьем столетии имам Матруди, имам Аш'ари, в четвертом Бахилани. Это не просто имена, это люди, вокруг которых целое столетие, представьте, 100 лет вся община объединялась вокруг них, как вокруг людей, которые сделали самую большую работу, чтобы распространить ислам. И в пятом столетии был Мухаммад Аль-Газали, Фихтон Фахрудин Ар-Рази. Это бараката просто перечислю, хотя бы, чтобы мы их имена слышали. Ибн Дакик Аль-Ибн Булхини, и вот 9 столетие, ближе к нам уже, был такой обновитель религии, имам Суюти, который написал более 500 книг. И в его время жило очень много ученых, на книги которых сегодня опираются и ханафитская правая школа, и шафийская правая школа, разницы нет. Все эти имамы были на истине. И поэтому сегодня мы вот в таком вот спокойствии объединенные находимся. Далее что произошло? Имам Суюти написал более 500 книг. В его время жил в 911 году, когда он уже покидал этот мир, жил ученый имам Шаарани. И этот имам Шаарани, будучи 10-12 лет, он получил иджазу на все книги, которые имам Суюти написал. 10-12 лет. На все 500 книг. Имам Шаарани. И имам Шаарани, как пишется в книге Шавахидуль Хак, история, когда к имаму Шаарани пришел один человек и принес с собой тетрадь и говорит, я здесь, говорит, выписал недостатки моего мнения имама Абу Ханифа. Представьте себе. Он думал, что он такой умный. И вот имам Шаарани пришел это говорить. А имам Шаарани был авторитетом того времени. Имам Шаарани, обратите внимание, он его не запустил к себе. И даже не посмотрел на эту тетрадь. Прогнал его. И как только этот человек вернулся домой, залез на лестницу, так и написано в книге.
упал с лестницы, и у него сзади, где поясница, выскочила косточка. С этого дня этот человек не мог самостоятельно мочиться и справлять нужду. С этого. Далее этот человек пишет письмо имаму Шаарани, чтобы имам Шаарани за него сделал дуа к Всевышнему Аллаху. Отправляет людей для того, чтобы пригласить его к себе домой. Зная степень богобоязненности имама Шаарани, он все-таки его просит. Хотя имам Шаарани его прогнал вместе с этой тетрадкой. И далее имам Шаарани, не отвечает ему, не делает за него дуа, не приходит к нему домой в гости. И он это все объясняет такими словами. Я, говорит, не делал ему дуа, не отвечал на его просьбу прийти в гости. Почему? Я, говорит, боялся стать соучастником оставления адаба имама Абу Ханифа рахматуллахи алейхи. Видите, какое уважение и почет они друг другу ученые имели, которые распространяли именно истинные знания, уважаемые братья. Таких историй очень много. Я немножко сейчас о знаниях упомяну, для того, чтобы мы шукру делали, когда у нас есть возможность читать, так как мы являемся умной, который Всевышний Аллах обратился и сказал: читай. Мы его община пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, но, к большому сожалению, многие из нас не читают. К большому сожалению. Ленятся. Какие-то причины находят. Говорят, что в телефоне все есть. Как только в телефон зайдет, вообще в другую сторону начинает смотреть. Всю ненужную информацию. И вот большой поток дезинформации, оно начинает человека уничтожать. У него уже мышление другое становится, у него память портится, потому что он много короткометражных роликов смотрит и так далее, и так далее. И тот чистый лист бумаги, на который истинные алимы то, что пишут, все дальше и дальше отдаляется от него. Вот сегодня наш брат Хазрат Шамиль упомянул о газете «Ас-Салам». Просто некоторые на нее смотрят глазами, как на газету. Но на самом деле сидят, вот эта газета рядом сидит. Вот здесь есть книги и другие. Разного рода книги авторитетных ученых. Вопрос: страница для медицины, страница, разные страницы здесь есть, которые пользу приносят. И когда, вот почему, например, есть книги, правильно, есть Коран, есть хадисы. Почему, например, эту газету, вот, я лично рекомендую, и сам тоже себе давно выписал. Для чего? Вот бывает совет алимов. Бывает вот, в республике, разницы нет, в каком-нибудь государстве, везде есть совет алимов. Взять республику Татарстан, Дагестан, Ингушетия, взять, например, Таджикистан, Узбекистан, везде есть совет алимов. Вот совет алимов, прежде чем какой-то фетву дать, они всегда смотрят на многие вещи. Как, например, тагайру заман, тагайру макан, ат-тайсир, аль-маслаха, изменение времени, места, легкость, польза для мусульман и разного адаб тоже. Вот с учетом всего этого, они фетву дают, чтобы фитны не было, чтобы люди понимали. Вот газета «Ас-Салам» — это газета, над которой много алимов работают, и нужную пищу поставили, актуальные вопросы, которые пригодятся каждому мусульманину, и как минимум, чтобы она в каждый дом попадала. Сегодня мы пришли один раз в год, 2 раза в год, 3 раза в год, сделали маджлис, ушли. А тут получается месяц 1 раз, месяц 2 раз, постоянно к тебе домой алимы заходят. Чистым истинным исламом. Понимаете? И даже эту газету разделили на федеральный и региональный. Где больше информации чисто про ислам, я лично для себя федеральный выбрал бы, чтобы тут кругозор шире был. Не только вот знать только свое, чтобы со стороны тоже смотреть, и науку, и медицину, и другие вещи тоже читать, уважаемые братья. На этом я, наверное, завершу уже. Еще раз хотел бы призвать вас, чтобы вы не оставляли в стороне то, что сейчас вас попросили сделать. Сделали так, чтобы к вам давно это попадало в камеру. Вот сейчас я буквально, прежде чем выступать, даже открыл одну страницу. Там есть много пунктов, что сделать, чтобы твой ребенок
правильными шагами воспитывался в исламе. Что нужно от него брать, что ему нужно добрать. Очень четко, грамотно и ясно описывает. Очень много полезной информации будет, уважаемые братья. Пусть Всевышний Аллах поможет нам. Пусть Всевышний Аллах сохранит нас всех от бед. Пусть Всевышний Аллах поможет всем мусульманам. Аминь. Пусть Всевышний Аллах, так же, как нас здесь собрал, соберет Джаннатуль Фирдаус Аминь. вместе с нашим имамом, вместе с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям. Альхамдулиллахи раббил алямин. Баракаллаху фикум. Дорогие друзья, следующее слово для выступления. Иншаллах рахман, мы представим Ахмаду Хаджи, который нам читал проповедь на пятничной молитве. Вот я рядом с ним сижу, вижу, он очень уставший. Вот. Я почему это говорю? Потому что вчера он был где-то, не то что где-то, в каком-то уголке России, в Владивостоке. После обеда Хабаровске. Следующий день в Санкт-Петербурге. После этого, на следующий день, Уфа, Казань и так далее. По всей России с таким даватом, то есть всю себя он отдает. Поэтому все время находится в пути. Поэтому, дорогие братья, когда приезжают такие алимы на гости, мы иногда бывает, у меня не получается прийти. Кто-то скажет, у меня там что-то нужно закончить, кто-то скажет, я на рынке 150 рублей должен заработать. И так далее, и так далее. Рамазан Хаджи тоже рассказал из одного хадиса, какой путь проделали наши имамы. 2 недели верхом на лошади и так далее. Сегодня Аллах нам дал, альхамдулиллах, Аллах ему дал машины за 2 часа, всю Смоленскую область, за 3-4 часа можно проехать. Включаем печку. Если жарко, включаем кондиционер. Не составляет никакого труда, никакую сложность есть за знаниями. Вот вы, дорогие братья, я вас уверяю, сотни дней, вот сегодняшний наш маджлис, иншаллаху рахман, вам будет свидетельствовать, возможно, и будет спасти вас от огня ада, от мучения. То, что вы сегодня здесь присутствовали, слушали истины, алимов, слушали проповедь, получали знания, это маджлис вам будет свидетельствовать. Когда у вас тысячи плохих маджлисов будут против вас свидетельствовать. Поэтому еще раз попросим Ахмада Хаджи немного сделать проповедь, назидание, дорогие братья. И, конечно, долго меня мы не будем. И завершающее слово еще раз представим Ахмаду. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah. Уважаемые братья и коллеги, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Благодарю Всевышнего Аллаха, альхамдулиллах, вообще говоря, и благодарю организаторов этого мероприятия, этого маджлиса, потому что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, говорил, нам ля яшкурит нас, ля яшкурилля. Кто не благодарит людей, тот не благодарит Аллаха. Поэтому все, кто участвовал, все, кто помогал словом, делом, финансово, морально, пусть подавайте помощь и вознаградить рая. Уважаемые братья, Всевышний Аллах в Коране говорит: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Всевышний Аллах говорит: посланник Аллаха для вас прекрасный пример. Для тех, кто
надеется на вознаграждение Аллаха, кто верит в судный день и кто часто поминает Всевышнего Аллаха. Что это означает? Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, для верующего человека является образцом для подражания, примером, за которым мы должны следовать. Но в чем проявляется это следование за нашим пророком, алейхиссалату вассалям? Ведь любой человек может сказать: да, я следую за пророком, алейхиссалату вассалям. На словах сказать легко. Но это следование, оно проявляется в наших действиях, в наших поступках, в наших деяниях, как мы себя ведем в той или иной ситуации. И на примере можно привести, вот, какое у нас отношение к Корану, священной книге Всевышнего Аллаха. В хадисе, который передал Табрани, говорится, если человек хочет узнать, любит ли он Аллаха и его посланника, пусть посмотрит, любит ли он Коран. Если он любит Коран, значит он любит Аллаха и его посланника. Но возникает вопрос, а что означает любить Коран? Это не просто сказать: я люблю Коран, и вот Коран целый месяц лежит, он даже не открывает, любить. Любить Коран — это значит изучать его, читать его, следовать за ним. И в достоверных хадисах Бухари передает, что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, говорил: «Хайрукум ман та'аллама аль-Кур'ан ва 'аллама». Лучший из вас тот, кто сам изучил Коран и обучает ему других. Далее, в чем проявляется следование за нашим пророком, алейхиссалату вассалям? Это наше отношение к молитве, к обязательной молитве. В достоверном хадисе, который передал посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, говорил, что первое, за что будет спрошен раб в судный день из его деяний, это молитва. Если с молитвой он окажется хорошо, то он преуспеет в ахирате, в загробной жизни. Если же с молитвой будет плохо, то он окажется в убытке. И что особенно важно, и особенно это касается мужчин, это коллективная молитва. То есть молитва, совершаемая в джамаате. И мы знаем, что особое внимание посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, уделял утренней молитве и ночной молитве, что она совершала в джамаат намазе. И даже пророк, алейхиссалату вассалям, говорил, что утренняя и ночная молитва самые тяжелые для лицемеров. То есть лицемерам очень тяжело посвящать эту молитву. И вот в этом, в нашем отношении к коллективной молитве, насколько мы серьезно к этому относимся, насколько мы часто посвящаем, и узнается следование за любимым пророком, алейхиссалату вассалям. Далее это отношение к нашей семье. Вот мы знаем, каким мягким был пророк, алейхиссалату вассалям, к своим женам, как он относился, к своим детям, к своим внукам. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, говорил, от него передаются такие слова: «Хайрукум хайрукум ли ахлихи, ва ана хайрукум ли ахли». Он говорил: самый лучший из вас тот, кто лучше всех относится к своей семье. А я, говорит пророк, алейхиссалату вассалям, лучше всех из вас отношусь к своей семье. А в другом хадисе посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, говорил: «Акмалуль му'минина иманан ахсанухум хулука». Самая полноценная вера у того, у кого самый лучший нрав. «Ва хиярукум хиярукум ли нисаихим». А лучшие из вас те, кто лучше всего относится к своим женам. И, соответственно, как мы относимся к своим женам, к своим детям, из этого мы и узнаем, насколько мы следуем за нашим пророком, алейхиссалату вассалям. Также есть такое важное качество, которого, к сожалению, многим из нас не хватает. Это проявление самотерпения. Вот из истории, из жизни описания пророка, алейхиссалату вассалям, мы знаем, сколько испытаний выпало на долю нашего пророка, алейхиссалату вассалям, сколько его глядели, пытались его убить и так далее. Но когда сподвижники
обратились к посланнику Аллаха, алейхиссалату вассалям, и сказали: «О посланник Аллаха, сделай дуа против многобожников, прокляни их». Что сказал посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям? Он сказал: «Иннама бу'исту рахматан, ва лам уб'ас ла'ана». Аллах меня отправил как рахмат, милость. Аллах меня не отправил как проклинающий. И если это вот, сравним наше положение, представим, что кто-то нам сделал какой-то вред, кто-то нам навредил. Вот мы готовы проклинать этого человека, обсуждать его, в ответ еще больше вреда принести. И вот в таких ситуациях, когда Аллах нас испытывает, и узнается, насколько мы следуем за нашим пророком, алейхиссалату вассалям. Даже есть такие слова, которые передаются от второго праведного халифа Умар ибн Хаттаба, радийаллаху анху. Он говорил: «Лау кана сабру ва шукру ма'айрай, лям убали айюхума ракиб». Если бы сабру, терпение, и шукру, благодарность, были бы как верблюды, можно было их представить в образе верблюда, мне было бы без разницы, на какого из них сесть. Что означает? То есть это два очень важные качества, с которыми, проявляя которые, человек приближается к Всевышнему Аллаху и сохраняется от наказания. Далее тоже такое очень важное качество, которое, к сожалению, многим тоже не хватает, это проявление шукру, благодарности Всевышнему Аллаху. Мы знаем, например, из достоверных хадисов, посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, настолько много поклонялся Аллаху, ночами он поклонялся, совершал ибадат, у него даже ноги отпали. И когда его супруга Аиша спросила: «О посланник Аллаха, ведь ты же не так безгрешный, Аллах и так все твои грехи простил, зачем ты столько поклоняешься?» Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал такие слова: «Афаля акуну абдан шакура». Разве я не могу быть благодарным рабом Всевышнего? Как он ответил. Вот посмотрите, какая благодарность у него. Вот если сравнить наше положение и то время, когда было, даже 10-я часть тех благ, тех ни'матов, которые мы сейчас имеем, в то время, во времена пророка, алейхиссалату вассалям, не было. Но они были благодарны, они постоянно делали шукру Всевышнему Аллаху. Вот в наше время есть много людей, которые постоянно недовольны, постоянно им чего-то не хватает, им не хватает шукру, им не хватает благодарности. Всевышний Аллах в Коране говорит: «Бисмиллахир рахманир рахим. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ». صدق الله العظيم. Ваш Господь объявил: если вы будете мне благодарны, то я увеличу свои блага, дам вам еще больше. Но если же вы будете неблагодарными, то мое наказание будет следующим. А в чем проявляется эта благодарность? Как нужно благодарить Всевышнего Аллаха? Благодарность проявляется, во-первых, языком. Когда мы восхваляем, альхамдулилля, восхваляем Всевышнего Аллаха за то, что Он дал. Второе – это благодарность сердцем, душой. Когда мы понимаем, все, что Аллах нам дал, это от Аллаха. Это не для того, чтобы мы такие хорошие, это не благодаря нашей заслуге. Аллах дал нам по своей милости, как Аллах может забрать, как угодно и заиграет. И когда этот человек понимает, осознает, это и есть благодарность сердцем. И третье – это благодарность шукру нашими органами. Когда мы вот все, что Всевышний Аллах на нас разложил, выполняем, все, что Всевышний Аллах нам запретил, мы от этого остерегаемся, мы своими органами благодарим Всевышнего Аллаха. Если же мы делаем то, что Аллах запретил, тогда мы неблагодарны, мы не благодарим Всевышнего Аллаха. И в любое время Аллах может нас наказать.
и лишит нас тех благ, которых мы имеем. Вот Всевышний Аллах некоторым нашим братьям кому-то дает богатство, кому-то дает силу, кому-то дает должность какую-то, кому-то дает какой-то авторитет. Это не просто так, чтобы эти люди помогали другим, чтобы они делали аклу на этой земле, чтобы они решали проблемы других братьев и сестер по вере. И вот эта благодарность, это очень важно. Даже если каждый из нас, например, каждый день будет читать хотя бы, скажем, 3 раза суру Аль-Фатиха с намерением выразить благодарность Аллаху за все блага, которые Аллах дает. Это тоже будет хорошо. Далее, в чем проявляется следование за нашим пророком, алейхиссаляту вассалям? Это наше отношение к людям. Это наше отношение к братьям и сестрам по вере. Вот Табрани передает, однажды один человек подошел к посланнику Аллаха, алейхиссалату вассалям, и задает ему такой вопрос. Он говорит: «Я Расул Аллах, айю наси ахаббу иля Аллах, ва айю а'маль ахаббу иля Аллах». О посланник Аллаха, кто из людей самый любимый перед Всевышним Аллахом? И какие деяния самые любимые перед Всевышним Аллахом? Вот такой вопрос он задал. И на самом деле очень важный вопрос, если задуматься. И посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, отвечает и говорит: «Ахаббу наси иля Аллах анфа'ум линнас». Самые любимые люди перед Всевышним Аллахом — это самые полезные для людей. Кто больше всего приносит пользу для уммы, для общества. Не тот человек, который только за себя думает, только за себя, за свою шкуру переживает. Тот человек, кто больше всего приносит пользу для своих братьев и сестер, он сам любимый перед Всевышним Аллахом. А самые любимые деяния перед Всевышним — это радость, которую ты приносишь в сердце мусульманина, обрадовал его, или избавляешь его от печали, или уплачиваешь за него долг, например, который он не мог оплатить, или избавляешь его от голода. И затем посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал такие слова: «Для меня более любимее пойти помочь своему брату по вере, решить его какую-то проблему, чем целый месяц находиться на этикафе в поклонении в мечети Медины». Вот мечеть Медины — это особая мечеть. Там вознаграждение тоже больше идет. Но посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, настолько возвысил помощь брату по вере, что такое вознаграждение, когда мы просто помогаем нашему брату по вере. И если мы будем стараться следовать за пророком, алейхиссалату вассалям, конечно, мы на 100%, если даже не получится, хотя бы насколько мы можем, если будем стараться следовать за пророком, алейхиссалату вассалям, что мы получим? Всевышний Аллах нас полюбит, и Всевышний Аллах простит наши грехи. А мы люди грешные, безгрешные только пророки. У нас есть ошибки, у каждого из нас, у кого-то, у каждого человека свои есть какие-то грехи, какие-то свои слабости и так далее. Мы нуждаемся в прощении Всевышнего Аллаха. И Всевышний Аллах в Коране говорит: «Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم». صدق الله العظيم. Аллах говорит: скажи им, Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной. И тогда Аллах полюбит вас и простит ваши грехи. Поистине Аллах прощающий, Аллах милосердный. Если мы искренне обратимся ко Всевышнему Аллаху, Аллах принимает покаяние. И что особенно важно, на что нужно нам обратить внимание, чтобы мы не притесняли других людей. И здесь известный хадис, наверное, многие слышали, имам Тирмизи передает. Однажды посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, обратился к сподвижникам и задает им такой вопрос: «Атадруна маниль муфлис?» Знаете ли вы, кто такой банкрот?
и сподвижники говорят, мы считаем банкрота такого человека, у которого нету денег, нету имущества. И тогда посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, говорит, банкрот из моей общины, такой человек будет, который в судный день придет, у него будет целая гора благих деяний. Там намаз совершал, пост соблюдал, садака делал, там что-то делал, много чего делал хорошего. Но в то же время и плохого тоже сделал. Кого-то ударил, кого-то обидел, кому-то долг не отдал, кого-то обсуждал и так далее, кого-то притеснил. Много таких людей, за всю жизнь много таких людей набирается. Может, несколько тысяч человек. А в судный день расплачиваться денег уже не будет. Расплачиваться надо будет своими благими деяниями. И каждый человек, кого ты притеснил, кого ты обидел, кого ты ударил, он будет подходить к тебе, и ты будешь расплачиваться своими благими деяниями. И может оказаться так, что уже все благие деяния закончатся, а там еще стоит 500 человек, с которыми нужно расплатиться. И что сделают тогда? Тогда грехи этих людей бросят на него, а этого человека бросят в ад. И вот этот человек настоящий банкрот. И чтобы мы не оказались такими банкротами, мы должны свои органы контролировать, свой язык контролировать, чтобы не обсуждать за спиной других людей и не притеснять других людей. В достоверном хадисе, который Бухари Муслим передал, посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, говорил: «Аль-муслиму ман салим аль-муслимуна мин лисанихи ва яди». Настоящий мусульманин – это тот, кто не вредит другим, своим братьям, другим верующим, ни своими руками, ни своим языком. Вот это настоящий мусульманин. Поэтому, уважаемые братья, пусть Всевышний Аллах даст нам тауфик, поможет нам следовать за нашим любимым пророком, алейхиссалату вассалям. Пусть Аллах сохранит нашу родину, нашу уму от всех бед. Всех нас соберет в раю. Аминь. Алхамдулиллах, Раббил аламин. Баракаллаху фик, скажи. Я думаю, дорогие братья, на этом лучше завершить, поскольку Ахмад Хаджи практически затронул все важные моменты образа жизни мусульманина. Что касается проявления сабру, что касается благодарности Аллаху, кто такой настоящий мусульманин. То есть все, каким должен быть мусульманин, он все подчеркнул. Поэтому нечего добавить. Вот. Поэтому, дорогие братья, иншаллах рахман, мы постараемся почаще сделать такие маджлисы знаний. Вот. Это не только в городе Сафоново, также в городе Гагарина, у нас община в Смоленске. Такие очередные маджлисы будут и в других городах, иншаллах рахман. Наше дело, дорогие братья, как уже здесь было сказано, приносить пользу людям. Не является, то есть нет никакой политической цели, нет никаких там иных, каких-то там своих целей. Наше дело быть настоящими мусульманами, как нам повелевает Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. И сохранить братство, несмотря здесь на самом деле собрались разные народы, разными нациями, языками и так далее. Наша с вами обязанность сохранить единство, объединиться. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Аллах говорит: вы держитесь завет Аллаха, за религию Аллаха, объединяйтесь и не разделяйтесь. Вот такие маджлисы знаний способствуют именно объединению. Слушая таких алимов, таких проповедей, мы получаем, скажем так, дозу сабру, терпения. Как только
к нам в голову приходит мысль при ссоре и в любых ситуациях, когда мы должны контролировать себя, слушая такие хадисы, такие алими, мы, вот сразу у нас в голову приходит, вот тут меня испытывает, вот тут меня шайтан сбивает, я должен сделать сабр, я должен взвесить это на весах шариата. Вот когда мы на самом деле будем настоящим мусульманами, от языка которого, от рук которого не будет никакого вреда окружающим. Дай Аллах нам еще раз тауфик, помощи, понимание в религии. Пусть Аллах Субхану ва Тааля примет наш сегодняшний маджлис. Пусть Аллах Субхану ва Тааля, не исключая никого, даст нам еще раз много-много раз собраться, дружно, вот так, коллективно, поздороваться друг с другом, познакомиться, помогать друг другу. Это и есть для нас с вами благо, дорогие братья. И имаму тоже сейчас сначала предоставим слово. И по поводу подписки, вот есть представитель, те, которые хотят подписать газету «Ассалам», как уже здесь было сказано, там есть огромная польза на таджикском языке, на татарском языке, на других национальных языках. Поэтому подходите, подписывайте. Ахмад, наверное, последнее слово за вами. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. В первую очередь хотелось бы поблагодарить наших дорогих гостей за то, что они нашли время, уделили время для нас, что приехали, рассказали нам очень много полезного, познавательного. Пусть Аллаху Тааля даст нам тауфик, чтобы мы в дальнейшем тоже также собирались. Пусть Аллаху Тааля даст нам силы, чтобы мы также ежегодно, не только в Сафоне, но и в других городах тоже проводили такие маджлисы. Пусть Аллаху Тааля даст нам силу воли для того, чтобы мы в дальнейшем тоже многократно приумножить количество посещаемых братьев на таких маджлисах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Иншаллах, на этом завершим этот маджлис и передадим слово. Сейчас сделаем этот розыгрыш. Иншаллах Рахман, здесь 10 подписок. Кто хочет еще, можете присоединиться. В общем, если желающих будет лучше. Как и раньше говорили, братья, те братья, которые сегодня сделали подписку, среди них мы разыгрывали подарки. Иншаллах. Коран, который читает, по-моему, как-то красиво почитает. Он полностью Коран читает, сутки можно читать. 3 класса читает. И скорик. Сразу. Давай я тоже подпишу, как подписывать надо. Куда надо? Пока все эти мужики, давай. Последний слова скажу. Меня зовут Обудун, кто знает, кто не знает. Всем салам. Ради Аллаха скажу. Ярцево, Вятма, Гагарин, Смоленская область. Я много городов ходил, много государств, я был, альхамдулилля. Такие мечети очень мало. Я не буду ценить.
Аллах дает кого-то сабаб сделать, чтобы Аллах 28 лет держал этого здания. Очень был недостроен. С помощью Аллаха, с вашим, с братьями, мы сделали это мечеть. Я очень много слышал, чтобы не ценить это мечеть. То, что мы не ценим, Аллах дает, и Он от нас этого заберет. Ценить это мечеть. Если какой-то недостаток от имама есть, от меня, от кого-то, посидите, вот брат есть, позвоните, приходите, скажи, муфти, у меня такой вопрос. Посидите, маслихат делайте. Цените это мечеть, приходите на намаз. Цените Аллах, свидетеля ради Аллаха, только говорит. Цените это место. Там сзади еще, алхамдулилlah, братья, уже намерение есть, чтобы купить. Цените это место. Много городов знаю, чтобы сносить это мечеть, не разрешают. Люди платят, не знают, где читать намаз. Пятница, где их вот братья умирают, где там, где надо намаз, нету места. Есть, цените. Я просто ради Аллаха говорю. Я здесь сегодня есть, меня нету завтра. Я в Москве и в других городах. Просто ради Аллаха это последнее слово было. Если что-то было ради Аллаха, если что-то от меня просите ради Аллаха. Очень правильные слова, Бабаджон. На самом деле, когда я первый раз видел это здание, я думал, ну, альхамдулилля, такое прекрасное здание. У нас в Московской области, допустим, я вот по Одинцово тоже работаю, за 42 миллиона рублей, альхамдулилля, мы вот несколько дней назад документы получили, здание выкупили. Там помещается у нас 1500 человек, ну, 1600-1700 человек. Но если место позволяет, у нас и там 5000 человек соберется. Понимаете? И 5000 человек соберется. Там нет таких мест. Даже вот такого здания, не то что в Смоленской области, в Московской области даже нет. Вот поэтому то, что он сказал, ценить его нужно. Да, на самом деле, вот сегодня сказали, что там рядом там земля, там, за 300 тысяч, по-моему, сказали, да, дают. Вот я имаму тоже сказал, всем говорю, иншаллах рахман, я посодействую, найду эти деньги. И пока кто-то там не выкупил, не зашел, кто-то не построил там, все может быть. В других городах, вот в Московской области, в 2 городах вынесли решение снести здание из-за того, что на участке построили такой же дом, но с большой квадратурой. То есть на 8 соток, видимо, там квадратура превышает, поэтому вынесли решение снести здание. Вот. Мы не знаем сегодня, как хорошо, что завтра будет, мы не знаем. Как Аллах нас испытает, тоже мы не знаем. Вот эту землю, иншаллах рахман, это не означает, что я это как бы деньги найду, вы тоже можете участвовать. Любой из вас, вы знаете, ман бана лилляхи масджидан, валяу камит хасикалатин, бана Аллаху лаху байта фил джаннах, говорится в хадисе пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Тому, кто построит мечеть даже с размером куропатка, куропатка это маленькая птичка, с размером куропатки, Аллах тому построит дом в раю. Дом в раю. Представьте себе, дом в раю. У тебя, иншаллах рахман, будет большой дом, замок, вилла целая в раю. За то, что построил с размером гнезда куропатки мечеть. Это может быть пол кирпича. Возможно, это сегодня 20-30 рублей максимум пол кирпича. Это слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Он нам это обещает. Его слова истина. Вот, поэтому любой из вас может содействовать, скинуться. Я тоже деньги найду, подключу людей. Если там все законно, документы в порядке, иншаллах, посмотрим. Может быть, там сделаем еще двор, расширим, беседки поставим, или, может быть, для парковки используем. То есть нам, естественно, чем больше эта территория, тем лучше. И пусть Аллах даст нам еще раз толпить. Аллах сделает так, чтобы, иншаллах рахман, у нас все было хорошо. Давайте те, кто Алхамдулилlah, как бы. может остаться,
всех разбежать, наверное, не сможем. Давайте коллективно дуа сделать. Слово предоставим Ахмаду Хаджи и вас всех пустим Баракаллаху за то, что за то, что приняли участие в этом богоугодном маджлисе. Знаете, что этот маджлис в сутки день для нас, иншаллах, будет свидетельствовать, иншаллах. Аллаху амин. Телефон. Kus Allah demiş. خوش آمدید برادر اگون کمدوش بخشش. خوش آمدید. خوش آمدید اکادمی. خوش آمدید. خوش آمدید. Вязма приходи, вязма. Салам алейкум. Сена, саламати خوب. خوش آمدید. خوش آمدید. برادر عزیز سلام علیکم. هر چی کردیم به خاطر خدا کردیم. الحمدلله مجلسی خوب از ساعت 10 ساعت شد. نماز خواندیم با این دوام کرد. رحمت خدا برای دستگیری تو برای همه خدمت تو. این خونه خدا برای همه مسلمانان نه تنها برای بابا جانش داده شو که یکم برای هم سکونه هر جای باشه قدری مسجد را بکنید. در فلسطین ببینید چقدر بمب و باران داره مسجد را چپا داره یا در دیگر شهرها. خدا همه ما را به راست هدایت کنه. اگه کاملی باشه پس بلندی باشه بخشی منم گاگا عصبی میشیم انسانی بی خطا نمیشیم میگذرونیم بعضی نه زن فرزند مونیم نه اهل بیت مون از خدا بترسید قیامت قریب است. سلامت باشید. خدا کسی فهمید نه فهمید خیر چیکه روز قیامت. سلامت باشید. Кто не кусал, кто не кусал, там есть. بله. می‌آویمش الحمدلله و